Это новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Актуальные цифры о ситуации с коронавирусом в Якутии озвучены на ежедневном брифинге оперативного штаба. Алекминский сельскохозяйственный кооператив продолжает прием овощей у местных товаропроизводителей. Как обеспечены питанием ученики младших классов в школах столицы, министр образования республики лично проверил качество школьных обедов. За минувшие сутки на территории республики зафиксировали 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в республике. 110 случаев выявлено в Якутске, в Жиганском районе 12 случаев, в Аллаиховском, Таттинском, Амгинском районах по 6 случаев. Немного меньше, по 5 случаев обнаружили в Алданском и Намском районах. Зарегистрировано 2 летальных исхода от COVID-19. За сутки лаборатории Якутии провели 6133 исследования на коронавирус. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер 1. За последнюю неделю на настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнуто сроки до 2 дней. Значит, у нас есть еще проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путем введения, увеличения лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в улусах нашей республики. Отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация, разворачиваются дополнительные койки. Тем временем продолжаются регулярные рейды по предприятиям торговли и сферы оказания услуг на предмет соблюдения ограничительных мер и соблюдению всех предписаний республиканских властей и рекомендаций Роспотребнадзора. В республике проведено 750 выездных рейдов. Органами Роспотребнадзора выдано 38 предостережений и 39 предписаний. Составлено 108 актов комиссионного осмотра, 35 протоколов об административном правонарушении. 20 административных дел направлены на суд. Ранее направленные в суд дела, 102 дела рассмотрены судом. Проведено всего 214 профилактических беседы. В том числе я хотел бы отметить административной комиссии со сводной группой оперштаба города Якутска совместно с Министерством предпринимательства проведено всего 247 выездных проверок. Из них 160 объектов торговли, 50 объектов общепита, 8 объектов бытовых услуг, 5 объектов фитнес-центров. Составлено 101 акт комиссионного осмотра и 17 протоколов об административном правонарушении. Проведено всего 44 профилактических беседы. Вице-премьер правительства Российской Федерации, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Нерюнгринский район. В сопровождении главы республики Айсена Николаева он побывал на угольной шахте Инаглинская и горно-обогатительной фабрике Инаглинская-2. Подробнее в сюжете наших коллег. В рамках визита в Нерюнгринский район были осмотрены ведущие объекты промышленности. Сегодня в угольной компании «Колмер», являющейся резидентом территории опережающего развития Южной Якутия, на горно-обогатительном комплексе Инаглинский запущена первая очередь шахты Инаглинская и обогатительной фабрики Инаглинская-2 производственной мощностью по добыче и переработке 6 миллионов тонн в год. Горно-обогатительный комплекс Инаглинский ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхнетолуминского каменноугольных месторождений. Шахта Инаглинская станет самой крупной шахтой на Дальнем Востоке и в России. Реализация проекта осуществляется в 2 очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 миллионов тонн в год. Компания динамично развивается, создает рабочие места, строит новые обогатительные фабрики, причем строит их в рекордные сроки. За 2 года построен крупный комплекс на Инаглинском. Вот сейчас мы встречались с инвесторами, которые создали целый ряд новых производств вокруг группы компаний. Это тоже очень важно и тоже дает дополнительные рабочие места жителям Якутии.
Кроме развития промышленности в Нерюнгринском районе продолжается мощная перезагрузка системы здравоохранения, начатая в 2018 году по инициативе главы республики. Даже в условиях режима повышенной готовности и увеличившейся нагрузки на медицину в связи с пандемией COVID-19 этот процесс не прекращается. За 5 лет в Нерюнгринской центральной районной больнице планируется кардинально модернизировать объекты здравоохранения. Мы всегда в тяжелое время обращаемся к Юрию Петровичу за поддержкой, так и сегодня ее получили на многочисленные наши предложения, просьбы в части и оснащения наших медицинских учреждений, поставку дорогостоящих медицинских препаратов, улучшение в целом работы медицинских учреждений страны в условиях коронавирусной инфекции. Это очень важно, потому что многие решения сегодня нужно принимать на уровне руководства правительства Российской Федерации. Юрий Петрович, как человек, который отвечает в целом за Дальний Восток, еще раз говорю, еще раз выразил поддержку тем предложениям, которые мы высказали. У республики сегодня имеется ряд выпадающих доходов, связанных с экономическим кризисом, коснувшимся нескольких компаний и дополнительными расходами на борьбу с коронавирусом. Решение данной проблемы, как отметил вице-премьер правительства Юрий Трутнев, необходимо учесть в методиках, где медицинские учреждения не должны страдать в сложившейся ситуации, а наоборот совершенствовать свою работу и становиться сильнее. Для этого Минфин России будет держать ситуацию на постоянном контроле и в случае напряженной бюджетной ситуации субъекта оказывать поддержку. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко встретился с делегацией Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора Эдуарда Батанова. В ходе беседы были определены направления развития совместных проектов, таких как развитие арктической зоны и создание Санкт-Петербургского арктического пласта. Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве. Также были затронуты темы образования и науки, малый и средний бизнес, федеральный проект по созданию депозитария семян, промышленность, а также сотрудничество по строительству Жатайской судоверфи и строительство глубоководного порта в Якутии. Летом текущего года жители микрорайона Нефтебаза города Покровска добились транспортного сообщения между населенными пунктами. Однако радость длилась недолго. Стоило съемочной группе телеканала покинуть микрорайон, как местные жители снова оказались отрезанными от мира. Подробнее в сюжете Саргаланы Неустроевой. Проблему с транспортом жители Нефтебазы испытывали всегда. На сегодняшний день там проживают всего 49 человек, большинство бывшие работники местного предприятия. Но ситуация в корне изменилась, когда Нефтебазу закрыли, а единственный служебный автобус отправили в Якутск. Живем здесь 1994 года и бьемся за автобус уже вот много-много лет. Опять хоть какой-то нюанс со снегом, с дорогой, и опять к нам заезжать не будет. Поэтому мы просим мэрию, которая взяла на баланс нашу дорогу, регулярно ее чистить. Теперь до Нефтебазы ходит один единственный маршрут, которого в принципе с лихвой бы хватило на небольшое население микрорайона. Однако, со слов местных жителей, автобус постоянно ломается, испытывает проблемы с дорогой, а в праздничные дни и вовсе перестает работать. Я говорю, такси, вот если вызывать, ездить в Покровск, ладно за продуктами, а если знаете, к врачу или еще куда, каждый раз по 350 туда и обратно, это очень дорого. Пенсии-то не хватит. Тем временем, со слов представителей администрации города, автобусы до Нефтебазы продолжают ездить, причем ситуация якобы подконтрольная. А все случаи, когда автобус не заезжал в микрорайон, ссылают на технические причины. Дорожными службами чистится своевременно, автобус уже ездит в данный микрорайон Нефтебаза. По информации МУП АТП, автобус не ездил по техническим причинам. Свою вину МУП АТП отрицает. Дескать, ездит с Нефтебазы в лучшем случае один человек, а заезжать в данный населенный пункт проблематично. Да и работают они себе в убыль. Автобусы, ничего такого не было. Это вас, видно, дезинформирует. На Нефтебазу же автобус заезжает 113-й 8 раз в день. Сейчас мы с понедельника мониторим, как договорились областная администрация и городская мэрия. Вот сейчас у меня кондуктора переписывают, сколько человек вообще ездит.
Пустые автобус ходит. Проблема, что называется, комплексная. Тут и плохие дороги, и неразвитая инфраструктура, и отсутствие каких-либо социальных учреждений и логистики. Буквально не населенный пункт, а островок, отрезанный от цивилизации. И до сих пор жизнь людей зависит от одного автобуса. Саргалана Неустроева, Федор Тарасов, Хангаласский район. Продолжает прием овощей у местных товаропроизводителей в свое овощехранилище заготовительно-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алекма Агропродукт». Подробнее в материале далее. У овощехранилища «Алекма Агропродукт» на разгрузке прицеп с трактором подъехали из села сдать капусту. Григорий Терентьевич уже сдавал первую партию, привез еще. Я Федору Анатольевичу Романову сдал уже 15 тонн, а это вот там реализовал население, в 3 ярмарках участвовал. Еще там газовики, нефтяники, население Солянское. И вот остатки еще не реализованные. Где-то 100 сеток. Сейчас в хранилище заложено. Буду искать покупателей. В этом году заготовлено большое количество овощей – картофель, морковь, свекла, капуста. Картофеля 120 тонн, моркови 3,3 тонны, свеклы 2 тонны, 2,6 тонн, капусты 15 тонн. Ну, сейчас капусты еще заготавливаем, да? И на данный момент около 20 договоров. В основном продукция уже расписана по договорным обязательствам с учреждениями города и сел. Местные овощи востребованы в школах и детских садах. Собственно, это и являлось одной из главных задач – обеспечение качественными овощами. Сейчас мы на данный момент, чтобы сохранить традиции, чтобы потреблять местную продукцию и поддержать местных сельхозтоваропроизводителей. Вот. Довольные сельчане. Сейчас рынок полон овощами, а сдав на хранение можно будет реализовать позднее, с меньшими потерями. Большое подспорье. А так я куда бы сейчас девал всю эту продукцию? Она бы замерзла, на корм скоту пошла. А так я могу здесь вот заложить. Цены тоже нормальные, что за хранение. А сколько составляет вот? Ну, у нас подговоренность 400 рублей тонна в месяц. 400 рублей тонна в месяц, да, идет? Но я считаю, что это приемлемо. Из Дабана постоянно хорошо сдают. Это у нас Харо, это у нас Первый Нерюктяй. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу пока все новости. Еще больше информации вы найдете на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и строго соблюдать социальную дистанцию.